Приветствую вас, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Цена свободы». Я и ведущий Михаил Саркелин. Сегодня говорим о политическом и правовом кризисе в Гагаузии, который создался или сформировался вокруг проведения очередных выборов в Народное собрание. Говорим о протестах в Иране и также говорим о уже почти 4 годах или 4 лет войны российской агрессии против Украины. Недавно исполнилось 1418 дней со дня начала полномасштабной военной агрессии России против Украины, что сравнялось по продолжительности с так называемой Великой Отечественной войной, имеется в виду той войной, которую в рамках Второй мировой войны Советский Союз вел против гитлеровской Германии или наоборот. Вот об этом всем говорим с Уазу Нантоем, бывшим депутатом парламента Республики Молдова, Сергеем Даниловым, политическим комментатором, аналитиком и экспертом по Ближнему Востоку из Киева, и Иваном Капсамуном, этническим гагаузом, политическим комментатором из Украины. Не переключайтесь, друзья, а перед тем, как мы вернемся, призываю вас подписаться на нас, поставить свои лайки. Помогите нам набрать 45 тысяч подписчиков на нашем канале и расширить нашу аудиторию. Мне кажется, мы этого заслуживаем. Друзья, в этой части говорим о разном. Ну, прежде всего, конечно, о политическом кризисе, который назревал в Гагаузии из-за невозможности проводить выборы. И в целом о политической ситуации в стране. Об этом говорим с нашим частным гостем Уазу Нантой, политический комментатор, бывший депутат парламента. Господин Нантой, приветствую вас. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо, что находите для нас время. Ну, давайте, не могу не начать с вашего последнего поста, господин Антон. Мне кажется, это важно. Особенно в контексте того, что появляется большое количество сообщений вот о нейтралитете и так далее. Вот этот пресловутый нейтралитет никуда не делся. Вы своим постом пытаетесь освежить всем память, напомнив, что страны Балтии в межвоенный период тоже настаивали на нейтралитете, но это им, однако, никак не помогло. И даже опубликовали цитату Сталина, где он называет это смешным и наивным полагать, что нейтралитет вообще кого-то защитить, и нет смысла на этом настаивать. А почему же наследники сталинского режима поменяли отношение к нейтралитету и так яростно на нем настаивают? Или это то же самое, просто усугубляет бдительность? Ну, когда мы говорим о наследниках сталинского режима, то кого вы имеете в виду? В Ну, Кремле или в Путина, Кишиневе? нет, я имею в виду Путина и его последователей в Республике Молдова. Конечно, не будем сейчас погружаться в анализ той ситуации, в котором находится НАТО, собственно говоря, да? Да. После прихода новой администрации в Вашингтоне и так далее, и так далее. Но Кремль настаивает на нейтралитете как Украины, так и других, ну, Республики Молдова в частности, именно из-за того, что вне НАТО эти страны остаются незащищенными применительно к реальным кремлевским планам. Да. А что говорить, вы сказали, я привел цитаты Сталина, это немножко не так. Я привел цитаты из публикаций в газетах «Известия» и «Правда» 1940 года. Но, как я понимаю, как человек, который помнит смерть Сталина, в те времена в «Известиях» и «Правде» от себятины не публиковали. Ну, я То, это что имел в виду, да. Да, то, что публиковалось, это имелось в виду официальная позиция Советского Союза. И поэтому, когда Кремль настаивает на нейтралитете, это в первую очередь исходя из того, что, повторяю, эти страны остаются незащищенными. Что мы видим в случае Украины, против которой Россия развязала немотивированную агрессию еще в 2014 году, и что мы видим в случае Республики Молдовы, где Россия является единственной страной, которая грубо попирает объявленный нейтралитет, территориальную целостность Республики Молдова? Ну вот есть еще один регион, который очень сильно настаивает на нейтралитете Республики Молдова, это Гагаузия. И вот сейчас тут должны пройти скоро выборы, не знаю, пройдут, не пройдут.
Но мне кажется, это такой очень хороший момент очистить Гагаузию от промосковских элементов, но будет ли возможность это сделать, скажем так? Давайте вот проанализируем, в чем проблема здесь. Вы наверняка следите за тем, что происходит, за декларациями и так далее. Когда мы говорим о предстоящих выборах в гагаузской автономии, то можем рассчитывать как минимум на то, что не будет такого разнузданного подкупа избирателей, да, как было в предыдущие разы. И это Да. действительно важно. И я очень, как гражданин Молдовы, рассчитываю на появление свежих лиц, если можно так сказать. Потому что те депутаты Народного собрания, без того, чтобы тыкать пальцем в кого-то, они многократно уже по большей части избирались, и от них ожидать чего-то нового можно только с учетом политического лицемерия, но не реальное изменение позиции. Поэтому я, в общем-то, остаюсь на своей наивной позиции, то если уже объявлены выборы, так это действительно должны быть выборы, должна быть конкуренция идей, а не популистов с аэродромами, с любовью к Путину и так далее, и так далее. То есть я считаю, что в гагаузской автономии должна созреть дискуссия о том, зачем нужна автономия и каково ее реальное место в государственном устройстве Республики Молдова. Потому что когда мы говорим про нейтралитет, про Европейский Союз, про и так далее, это все относится к исключительной компетенции центральных органов власти с опорой на общественное мнение. Потому что, когда мы говорим о перспективе европейской интеграции, мы видели и референдум, пусть он и прошел в достаточно нервозной обстановке, и результат мог бы быть значительно более убедительным. И видели выборы парламентские 28 сентября прошлого года, не говоря уже о втором туре президентских выборов, когда Майя Санду вновь была избрана президентом страны с четким проевропейским месседжем, как мы говорим. Поэтому я считаю, что эта избирательная кампания, которая будет, она действительно продемонстрирует нам в гагаузской автономии, она продемонстрирует нам, есть ли внутри общества ресурсы для того, чтобы пододвинуть на основе политической конкуренции этих политических провокаторов, популистов, которые, ну, мне самому понравилось, как жарким летом 2022 года они кричали на митингах, что мы умрем от голода, мы умрем от холода. И я им предложил 1 марта следующего года прийти со свидетельством о собственной смерти, если они искренние политики. А так оказалось, что они болтуны дешевые и зачастую проплаченные. Поэтому я все-таки ожидаю, что гагаузское общество извлечет какие-то уроки из того, что прошло. Я не ожидаю чудодейственных каких-то изменений радикальных, по той простой причине, что менталитет общества меняется, мы знаем, достаточно медленно. Но тем не менее, я все-таки рассчитываю на то, что в следующем народном собрании будет какое-то ядро депутатов, с которыми можно будет поддерживать цивилизованный диалог, основанный на аргументах, а не на взаимных обвинениях. Не могу не согласиться. Только вот если можно вернуться к вашему тезису о том, что ну, вы сказали, что вы надеетесь, что выборы пройдут без подкупов. На это на самом деле очень многие надеются, а очень многие надеются, что как бы подкупы можно будет осуществлять, потому что они без подкупов не смогут пройти в народное собрание. Но, тем не менее, мне кажется, что обеспечить честные и свободные выборы в Гагаузии, на выборах Башканы, ну, в данном случае мы говорим о выборах в народное собрание, это в том числе или в значительной степени обязанность Кишинева. Я имею в виду правоохранительных органов, я имею в виду прокуратуру, полицию и так далее. И не в последнюю очередь все зависит от того, как будут администрироваться выборы и кто будет их администрировать, на базе какого законодательства. Мне кажется, это тоже очень важно. Что мы видим сейчас, это то, что Народное собрание или нынешнее большинство Народного собрания настаивает на том, что все должно проходить как было, без каких-либо изменений и без учета того, что вот на национальном уровне изменились практики, ужесточилась борьба с подкупами и так далее.
Явно мы видим, что они не хотят и делают все, чтобы все проходило как было по-прежнему. Что делать с этим? Здесь, я считаю, главная политическая ответственность лежит на центральных властях. Когда я говорю властях, я имею в виду это уже длительный период времени, сколько существует гагаузская автономия. Мы с вами как-то обсуждали в одной из передач, то соглашение, на основе которого появилась Тирольская автономия, было подписано, кажется, 6 сентября 1945 года, что-то в этом роде, да? По-моему, 48-го, если я не ошибаюсь, нет? Или 46-го, но не позже, да. Да-да-да. А сам статус Тирольской автономии, его актуальная версия, был принят где-то в 1972-1973 году. В 72 То есть году, да. прошло, Да. да, то есть прошло достаточно много времени, и все это время длился диалог между центральными и региональными властями, и они пришли к тому консенсусу, который сейчас эффективно работает. Что Да. у нас в Республике Молдова отсутствовало, так это мудрость политиков в Кишиневе и в Камрате, которые поддерживали бы диалог и которые бы адаптировали бы национальное и местное законодательство к реальным нуждам автономии. Потому что я повторяю свою личную позицию. Я считаю, что закон номер 344 23 декабря 1994 года, он отражает уровень некомпетентности, фобии и примитивные, так сказать, представления, которые были в 1994 году. И сама реальность продемонстрировала моральный кризис гагаузской автономии, если держаться за букву того закона 1994 года. И что сейчас нам надо, так это нам надо действительно, вот центральная власть должна приходить со своей моделью гагаузской автономии в рамках молдавского государства, без того, чтобы обращать внимание на вопли, что кто-то хочет уничтожить автономию, но предложить какую-то рациональную модель и инициировать диалог, на основе которого наши сограждане с гагаузской автономией поняли бы, что эти изменения нужны в первую очередь для их же блага, для того, чтобы гагаузская автономия превратилась из площадки для политических провокаций против молдавской государственности в то, что я называю органическим элементом молдавского государства, интегрированным с теми же инвестициями, с теми же рабочими местами. Но для этого нужно пройти путь, и каждый должен пройти свой путь. Граждане Молдовы из гагаузской автономии должны постараться, чтобы по итогам выборов в Народном собрании было вот то, что я называю ядром людей, которые критически мыслят и ответственны перед автономией, а не перед спонсорами в кавычках из-за бугра, да? И, конечно, требуется и от центральной власти тот уровень политической культуры и ответственности для того, чтобы этот диалог инициировать. Так что будем наблюдать, как будет разворачиваться ситуация в связи с этими выборами. Я могу только сказать, что никто не выигрывает от того, что нарастают диссонансы между тем законом от 1994 года и законодательством Республики Молдова. Давайте вспомним, кажется, это было 29 апреля 2016 года, Конституционный суд принял решение там применительно к закону о прокуратуре. Но там было сказано, то в Конституции Республики Молдова не предусмотрены другие законы, кроме как органических и, как они там еще называются И по-русски, ординарных, да, да. Или и ординарных. ординарных, да. Да. Поэтому превалирует с юридической точки зрения тот закон, который принят Позже по дате. последним. Позже по Да, дате. да. Но здесь, конечно, возникает вопрос, а почему в таком случае центральная власть, даже партия «Действия и солидарность», которая в начале прошлого мандата имела 63 мандата, не пошла по пути внесения изменений в сам закон? Я повторяю, на основе диалога, без того, чтобы давать повода, что кто-то уничтожает автономию. Поэтому я считаю, что ситуация с гагаузской автономией это отражает в значительной степени уровень нашей гражданской культуры, политической культуры. И нам нужно стремиться
отойти, вернее, не то, что стремиться, нам необходимо отойти от взаимных обвинений и сесть за стол диалога, и все должны увидеть, что за этим столом находятся рационально мыслящие люди, которые заботятся и о Молдове, и о гагаузской автономии, но которые оперируют рациональными аргументами, а не типа «желтая зараза» и агентура Кремля. Да, в качестве уточнения, да, поскольку мы об этом заговорили, соглашение Грюбер-де-Гаспари, да, это Да, да, договор да. 5 сентября 1946 года. Да, у меня в голове перепуталось, то ли 6 сентября 45-го, то ли 5 Да, сентября 5 40. Ну, по сентября, итогам Второй мировой войны да. решили не таскать туда-сюда границу и решили создать автономию в составе итальянского государства, которое бы защитило немецкоговорящее меньшинство, и плюс еще там есть третье меньшинство, я забыл, как они Ладину, называются. по-моему. Нет. Один, да, да, да. Ладина, по-моему, да, называется, да. Да, да. Или нет. В общем, ладина, по-моему, язык сефардов, если я не ошибаюсь. Вот как бы надо тут тоже уточнить, извините, да. Но смотрите, давайте, вот у нас осталось где-то минут 8. Но я бы хотел, если возможно, услышать как бы конкретику, потому что вы сейчас не обременены статусом депутата. Может быть, как бы, да, вы можете более четко ответить на вопрос, если можно. Не то, чтобы вы сейчас не ответили четко, но у меня вот, как у жителя Гагаузии, есть один такой простой вопрос. Я с вами согласен, что в Народном собрании, потому что я вижу нормальный рациональный подход со стороны Кишинева и желание решить проблему. Но я не вижу этого желания здесь. Здесь есть желание постоянно нагнетать и показывать, что Кишинев враг, Кишинев, значит, нас пытается ущемить. Данная конкретная ситуация с выборами в Народное собрание возникла по той простой причине, что Камрад в течение почти 3 лет не хотел просто-напросто технически привести в соответствие избирательный кодекс Гагаузии с кодексом избирательным о выборах Республики Молдова. Это делается с одной целью – показать, что Кишинев здесь не хозяин, и мы будем делать то, что мы хотим. Понятное дело, что это делается по заказу Кремля. Кремлю это нужно, чтобы показать, что Кишинев не контролирует всю территорию Республики Молдова, не только Приднестровье, которое оккупировано, но даже Гагаузию, которая вроде как бы интегрирована, но Кишинев его не контролирует. Для того, чтобы там появились другие люди с другим видом, с другим подходом, с другим взглядом, нужно, чтобы, прежде всего, выборы прошли честно. Если эти выборы будут проходить по старому законодательству и этой избирательной комиссии, которая назначила вот это Народное собрание, у меня, честно говоря, нет никаких надежд на то, что они пройдут честно. И тут явно нужно вмешательство Кишинева. Вопрос, до какой степени оно должно быть? И тут вариантов очень много. От внешнего управления, о котором часто говорят, до вот этой вот попытки, которая была предпринята, значит, призвать к диалогу, дать время, чтобы они сами образумились и привели избирательное законодательство в соответствие. Этот самый мягкий сценарий не получился. Самый жесткий сценарий внешнее управление, очевидно, создаст серьезные проблемы, и ситуация может выйти из-под контроля. Но посередине существует огромное количество возможностей. Как вы это видите, господин Антой? Если мы уже заговорили о том, что мы идем в Европейский Союз, и Хороший вопрос. да, первый политический критерий предусматривает стабильность институтов правового демократического государства, Да. защита прав человека, защита и гарантия прав меньшинств, то это, я считаю, так сказать, путеводная звезда для нас. Да. С одной стороны, Кишинев должен иметь свою модель, да, обустройства гагаузской автономии в рамках единого молдавского государства. А его нету, И да? эту модель, Этой модели нету, вы считаете? вы знаете, когда я был в парламенте, мы с вами общались, Да. и я вам присылал некоторые идеи, Да. но эти идеи не были восприняты, и я не знаю, каковы планы на будущее. Но я повторяю, первый политический критерий для вступления, Копенгагский критерий для вступления в Евросоюз предусматривает стабильность институтов правового государства. То есть не посредством, скажем так, шантажа, запугивания, не знаю что, запретительства,
Но нам нужно установить правовые рамки. И я повторяю, что без изменения того закона 1994 года это несерьезно говорить о том, что мы интегрируем гагаузскую автономию в общее правовое пространство Республики Молдова. Здесь, конечно, это многофакторный процесс. Мы с вами наверняка знаем о том, что происходят какие-то изменения позитивные в области образовательной системы. Да? Министерство образования вышло с концепцией, как это, полилингвального, многоязычного обучения. Да? Правда, я скептически отношусь к тому, что добровольно школы должны переходить на эту концепцию. Конечно, мы должны... И здесь я мог бы говорить о конкретных вещах, но я не хотел бы об этом говорить в рамках такой передачи, потому что, в принципе, об этих вещах нужно обсуждать, должны обсуждать эксперты за рабочим столом, повторяю, с аргументами, для того, чтобы... Но я исхожу из того, в данном случае инициатива должна исходить от центральных властей, потому что центральные власти взяли на себя обязательство реализовать процесс интеграции в Европейский Союз, и центральные власти должны прийти с европейской моделью для гагаузской автономии в рамках единого молдавского государства. Пока что я не увидел никаких публичных, так сказать, заявлений на этот счет. Так что подождем или можем уже начинать критиковать, что тоже правильно. Праздники уже как бы перевалили за Нет, ну праздники. я с вами согласен. То есть в этом конкретику я услышал, что инициатива или мяч на стороне Кишинева, на стороне поля, где находится Кишинев. И Кишинев должен прийти. Здесь, извините, не столько инициатива, сколько ответственность. Ну, или так. Потому что есть отдельный вопрос, как мы собираемся вступать в Европейский Союз и то статус-кво, которое мы имеем на левом берегу Днестра. И, соответственно, если мы хотим вступать в Евросоюз, то по-европейски это значило бы иметь такой диалог с нашими согражданами из гагаузской автономии, который в конечном итоге привел бы к тому, что они поддерживали бы эту идею, а не идти по принципу «нас большинство, мы задавим». Смотрите, опять возвращаясь к Южному Тиролю. Есть автономия, есть центр. У автономии Южно-Тирольской, в данном случае провинции Бальцана, есть свои законодательные компетенции. Есть местный парламент, который принимает закон. И взаимоотношения между центром и автономией выстраиваются по следующему принципу. Автономия может принимать законы, но эти законы не должны противоречить Конституции, не должны противоречить всем реформам, которые внедряются в Италии, и не должны, значит, выходить за рамки тех компетенций, прописанных в законе. Вот у нас сейчас идет процесс европейской интеграции. Республика Молдова проводит огромное количество реформ. И законодательство Республики Молдова интегрируется с аки коммунитер, да, то есть вот этим вот законодательством сообщества. А у меня вопрос. У нас есть гагаузская автономия, и за все 30 лет ее существования было принято достаточное количество местных законов. Их как-то нужно интегрировать с аки коммунитер или не нужно? Абсолютно, потому что, во-первых, откроем Конституцию, Республика Молдова – это унитарное государство, да, и фундаментальные ценности, они должны быть гарантированы на всей территории Республики Молдова. Поэтому я здесь с вами, опять мы возвращаемся к тому, что должна быть гармонизация местного законодательства в соответствии с национальным законодательством. И должен быть предусмотрен механизм этой гармонизации, который не зависел бы от направления политических ветров там, и так далее, и так далее, и так далее. Я могу только обратить внимание, что в Тирольской автономии, если местный орган принимает какой-то законодательный акт, и центральная власть его опротестовывает, то это так не вступает в силу, как происходит в гагаузской автономии. А местная власть, власть автономии, идет в судебную инстанцию и добивается признания этого законодательного акта. Или не добивается, да? Или, да, пытается добиться, да.
То есть этот механизм гарантирует, что не будет повторяться ситуация, когда в 2000 году принимается в Гагузской автономии закон о лицензировании, на основе которого Департамент строительства выдает лицензию на кабельное телевидение, и Да. 22 года потребовались для того, чтобы Верховный суд Высшая палата, окончательно да. Высший суд. аннулировал этот Закон. местный законодательный акт. Кроме того, это может кому-то не понравиться, но если мы все-таки прочтем, кажется, эти 107 статей закона о террористской автономии, там предусмотрен распуск местных органов власти, исходя из требований национальной безопасности. В случае, если, да, у нас получается, я повторяю, я не сторонник запретительных мер и применения уголовного кодекса, но я сторонник того, чтобы мы переступили через то, какими мы были в 1994 году, и поднялись на уровень тех вызовов, которые ставят перед нами сегодняшние реалии. И это, соответственно, требует отказа от многих стереотипов и клише, которые используются в псевдополитических баталиях, прежде всего для того, чтобы для противопоставления автономии центральной власти в ситуации, когда у власти находится проевропейская власть, они находятся типа кулечников. И давайте, если очень коротко, Дом Нантой, хотелось бы услышать ваш комментарий. Вот этот вот вой на болотах, который поднялся из-за заявления президента Майи Санду о том, что если бы был референдум про объединение с Румынией, она проголосовала за, но поскольку нет поддержки, как бы разговор про это бессмысленный. Но это вызвало такой большой вой, скажем так, да, оппозиции. Нет, ну, понимаете, с одной стороны, каждый гражданин Молдовы, если бы его спросили, ты хочешь жить хорошо? Он ответил бы, конечно, я хочу жить хорошо, да? И в то же время мы, как стадо овец, на протяжении 35 лет позволяем политиканам манипулировать собой какими-то совершенно нелепыми вещами. Вот Джонатан Свифт, по-моему, у него был какой-то роман, и там были две партии – остроконечников и тупоконечников. Одни считали, что вареное яйцо нужно разбивать с острого конца, а другие – с тупого конца. Вот и у нас сколько десятилетий длятся дебаты, как называется язык, да? Вот объединение с Румынией. А кто говорит о том, что такого рода политиканы являются объективным препятствием для политической стабильности и для привлечения инвестиций в Республику Молдова, чтобы мы все жили хорошо и на севере, и на юге, и на левом берегу, и на правом берегу, и в Кишиневе, и в Бельцах, и в Тараклии. Никто не говорит, люди позволяют манипулировать собой. Поэтому мы не можем изменить прошлое. Да, Бессарабия была 16 мая 1812 года аннексирована Российской империей. Османская империя не имела полномочий отдавать территорию Молдавского княжества. Да. Но кому это интересно? Потому что, да, Бессарабия 22 года была в составе Румынии, Да. левый берег был в составе Советского Союза со всеми прелестями тех времен, да. Но и поэтому в нашем обществе объективно существует такой вариант развития событий, но он существует еще с 1988 года, когда перестали сажать за такие идеи. Да? И с тех пор много воды утекло и в Ялпуге, и в реке Бык, да? Да. Не говоря про Днестр. Прискорбно, что сотни тысяч молодых уехали из этой страны, и такого рода политические спекуляции, я повторяю, являются объективным препятствием для консолидации общества и для А того, чтобы... спекуляции что вы называете? Реакция на заявление президента или... Да, реакция на заявление президента. Потому что, скажем так, я повторяю, это прошлое, и мы спокойно можем обсуждать разные ситуации без того, чтобы считать мнение, в данном случае частное мнение президента, Майи Санду, да? Как президент она соблюдает Конституцию и так далее. Но при этом у И в нее есть свое этом, частное мнение, конечно же, да, безусловно. да, безусловно, да. Так Господин что Анатолий, я это благодарю вас за то, что все. нашли время. Да. Да. В 1799 году некто Уильям Шекспир написал пьесу «Много шума из ничего». Понятно, да.
Согласен. Спасибо большое, господин Анатолий. Спасибо, Всего что нашли время хорошего. и пришли к нам прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Пока. Друзья, в этой части выпуска говорим о ситуации на Ближнем Востоке. В Иране протесты не прекращаются уже больше несколько дней, уже почти неделя. Они масштабные, кровавые, к сожалению. Да? К чему это вообще может привести? Падет ли режим аятолл? В этом выпуске говорим с Сергеем Даниловым, замглавы Института ближневосточных исследований из Киева. Господин Данилов, приветствую вас. Добрый день. Да, на этот раз я попросил вас говорить на русском, да, в следующий раз попробуем перейти на украинскую мову, то есть многие смотрят украинских влогеров и блогеров, и уже украинская мова — это не что-то чуждое для нашего слуха и уха, да. Но спасибо, что согласились прокомментировать ситуацию. Что происходит в Иране, если можно объяснить нашей аудитории, почему эти протесты возникли именно сейчас? Потому что, допустим, полгода назад там были какие-то локальные восстания. Мы наблюдали в разных городах, да, их подавляли КСИР и так далее. Но сейчас это... И было такое ощущение, что режим стабилизировал ситуацию. Но какова причина и какова природа нынешних протестов? Безнадега. Главная причина — люди абсолютно не видят будущего. С 2018 года они живут в одной дурной повторяющейся ситуации, когда завтра будет хуже, нежели сегодня. И это все сопровождается рассказами власти о том, что как все должны быть моральны, как все должны соблюдать каноны ислама, какие все хорошие должны быть, да. То есть вот этот разрыв между реальностью, когда власть абсолютно некомпетентна, что приводит к нескольким кризисам одновременно. Финансовый, когда валюта обесценивается постоянно. Кризис прошлого года, ну, это не только прошлого года, на самом деле, кризис на топливном рынке, когда нечем было заправлять. Энергетический кризис, когда страна страдала все лето от недостатка электроэнергии. Богатейшая страна со своим нефтью, газом, да, со своей атомной электростанцией. Отключение света в Тегеране достигало по 48-60 часов. И не могли никак наладить то, чтобы люди в такую страшную жару пользовались кондиционерами. Это же ситуация беспрецедентная. Да. Да, потом вот разрыв между тем, что декларирует власть о морали, честности, ответственности, мусульманских норм и поведения, и то, как живет реально именно провластная элита, как буржуазия, так и силовой корпус, и мулы точно так же. Есть часть мул, которые тоже живут в роскоши, но не все. Потом провалы на внешнем фронте. Иранцев власть убеждала: вы потерпите, мы вкладываем деньги в нашу безопасность, страна надежно защищена. Более того, гордитесь, иранцы, мы контролируем 5 арабских столиц. Там Багдад, Дамаск, Сану и Бейрут. 4 плюс там еще одна у них на подходе должна была быть. Да. Гордитесь. А за последние несколько лет все эти достижения были уничтожены. Хизбалла пала, Сирия пала, в Багдаде тоже силы, которые, скажем так, не совсем проиранские, берут реванш. Это сейчас Остаются там недавно, какие-то по-моему, были выборы, хуситы если я не и... ошибаюсь, да? Там недавно были выборы в Ираке, если я не ошибаюсь. Да, Да. да. И последняя вишенка на торт. Израильские спецслужбы в Иране проводят свои спецоперации в защищенном квартале, там убивают лидера Хамас. И после этого еще прилетают, свободно, спокойно летают над страной, делают, что хотят, бомбят, что хотят, еще прилетают американцы и дополнительно добивают.
И оказывается, что власть на самом деле аморальна, лжива, она лгала людям, и плюс беззащитна, слаба, и коррумпирована, и пронизана агентами. Это все создает вот это поликризис, когда одновременно сошлись все возможные кризисы, и наложилось это еще на страшный водный кризис. Его можно было преодолеть, если бы хотя бы часть правящей верхушки оканчивала не только духовные медресе, Мгм. а имела бы фаховую по-украински специальность настоящую, да. Да, инженерное Вот. образование в данном случае, да, И, какое-то, да. ну, инженерное, экономическое образование имело бы, Да, да, да. да. И так получилось, что, в общем-то, незначительное на самом деле событие. Девальвация национальной валюты там, ну, на 20%. Это стандартно, в конце каждого года практически происходит, и раньше не вызывало такого протеста. Прошло полгода после 12-дневной войны, когда израильтяне бомбили. Во время войны, безусловно, все протесты полностью прекратились. Люди просто испугались от того, что будет. Через полгода представление о том, что все на самом деле гораздо хуже, чем мы даже думали, привело к тому, что началось восстание, которое в первые часы буквально еще было под экономическими требованиями, и практически в первый же день, под конец дня, звучала только и исключительно смерть Исламской Республики, смерть тирану, то есть верховному лидеру. Отсюда и такая жестокость в отношении священников и в отношении сотрудников КСИР, да, потому что Да. а, вот это вот, то есть все ожидают, что режим Аятол может пасть. Но важно понимать, насколько он устойчив, на чем он зиждется в данном конкретном случае, учитывая все вот эти вот поликризисы, о которых вы подробно рассказали. Что по-прежнему их удерживает? Это сила или там есть значительная еще часть населения, которая поддерживает режим Айтол? Режим целенаправленно, практически с начала своего существования, но особенно последние 30 лет, инвестировал в свою клиентелу, в людей, которые от него зависят. Это шло через такую организацию, как Басидж. Это такая милиция с очень разными функциями. И, ну, это по самому большому счету там 10 миллионов говорят, но на самом деле миллион, может быть, 1,5 миллиона мужчин и женщин, которые использовались как в советское время дружинники, политинформаторы, агитаторы, соглядатые, то есть люди, которые Стукачи, в исполняли общем, очень да? разные функции, но были стукачи, да, мобилизационный ресурс, Да. как резерв первой мобилизации. Мгм. Там вторая волна, это там до 10 миллионов человек. Учитывая, что это, если мы берем даже 1,5 миллиона, то это с семьями уже 5 плюс миллионов. И учитывая корпус стражей КСИР, это тоже несколько миллионов вместе с семьями человек. Потом есть часть реально набожных людей, которые считают, что их исламская идентичность может жить только в Исламской Республике. Это еще несколько миллионов человек. И так на круг выходит 10-13 миллионов из 94, которые являются настоящими прихильниками, Сторонниками режима, да? настоящим ядром Ядром поддержки. режима. Да, Да. да, сторонниками режима. Это одна сторона. Это сколько? Это чуть больше 10% населения. Да. Но эти люди преимущественно готовы идти до конца, стрелять, там, поддерживать все, что делает режим. Эти басиджи, они же получают там какие-то возможности. Они не только, они ж не только потому, что они идеологически так индоктринированы. Нет, они еще получают возможность продвижения, возможность участия в контрактах, найм на работу, на учебу, пильги,
возможность учиться и так далее. То есть это социальный лифт. И второй компонент – это готовность применять насилие. В 2019 году за 4 дня автоматами и пулеметами было убито 1500 человек по самым минимальным подсчетам. То есть когда приходит момент, когда режим считает, что средства другие исчерпаны, они готовы вооружить тот же Басыч как главную силу и отпустить их совершать насилие на улицах без всяких тормозов. Просто стреляем всех. Вот. Плюс к этому эти же Басыч в периоды между большими протестами постоянно ищут тех, кто готов протестовать, бунтовать против власти, недовольных, их выцепляют, их садят. Вот два фактора: насилие и подкуп. Создание людей, которые зависят от режима, позволяет ему быть устойчивым, более-менее. В, в, этой, в этой волне протестов очень мы видим активность Дональда Трампа, да, который, с одной стороны, выказывает поддержку, с другой стороны, мы понимаем, что протестующие ждут какого-то вмешательства США, и ждут ли, вот хотелось бы услышать у вас, и какова роль Израиля здесь? Ну, в Израиле очень хотят, чтобы режим пал. Но там есть и здравые голоса, которые понимают, что прямое вмешательство именно Израиля навредит протесту и навредит этому делу, э, свержения режима. Есть спор среди экспертов между тем, м, иранцы в среднем довольно националистическая нация. Внешнее вмешательство часто консолидировало народ. Во время Ирано-Иракской войны аятолла Хамейни устоял исключительно потому, что иранцы, вне зависимости от своих взглядов и от того, как они относятся к исламской революции, встали на защиту своей родины, Ирана. И есть даже воспоминания бойцов, что мы проклинали Хамейни, но шли умирать за наш Иран. И вот есть спор, перейдена ли эта грань, это межа. Стал ли Хомейни и Исламская республика большим врагом, и не будет являться бомбардировки, которые, возможно, сегодня примет решение проводить Трамп, такими, которые будут восприниматься, что это союзник прилетел нам помочь, а не враг бомбит Иран. Да. По опыту 12-дневной войны я склоняюсь к тому, что внешнее вмешательство, американские удары скорее не будут восприняты как акт агрессии. Скорее. Есть такое впечатление у меня. А Америка, как вы думаете, администрация Трампа пойдет на это, с вашей точки зрения? Ну, пока там есть разные точки зрения, насколько можно реконструировать. И план уже разработан. Несколько планов тоже это можно представить себе. Ну вот, решится, скорее всего, сегодня принципиально. И где-то к концу или на следующей неделе мы увидим, что произойдет. Я думаю, что на сегодня шансы 50 на 50. Нет перевеса ни в одной из сторон, которая лоббирует свое видение ситуации. И аргументы примерно те же самые, которые говорите вы, да, что нет уверенности в том, что это будет воспринято как акт агрессии или как помощь. Да, плюс надо понимать, что мы увидим после того, как режим падет. Ну вот представимся, сейчас не такая ситуация. По моему мнению, сейчас режим пулеметами и автоматами может отбиться.
от протеста. Он упадет обязательно, он будет сметен чуть позже. Если не в эту зиму, то чуть позже будет. Но сейчас, если режим падет, что наступит после этого? Хаос, э, череда мелких гражданских войн, ну как мелких, это будет для внешних наблюдателей мелких, а для страны это совершенно не мелкие будут. Потеря управления, беженцы в регионе, неконтролируемые отряды КСИР, которые по своей собственной инициативе будут подрывать танкеры в Персидском заливе. Либо кто будет контролировать кнопки запуска ракет, которые могут полететь в любые абсолютно стороны. Либо куда делся, либо может деться высокообогащенный уран. Это тоже вопросы, на которые надо давать ответ перед тем, как начинать сейчас операцию. И я боюсь, что у всех есть понимание, как ее проводить, то есть удары по штабам, по корпусу, по Басиджу, но нет полной уверенности в том, что делать завтра. Хорошо, а вариант, И потому привезти из Америки Резу Пехлеви и усадить его в кресло, скажем так, шаха, не вариант в данном случае? э, во-первых, никакой наземной операции не будет. Американские войска не будут. Кто его... даже обеспечив ему роту охраны, кто его будет слушать, что будет делать КСИР, даже не весь КСИР, а те отряды, та часть, которая подчиняется сыну Хамейни, Муджтада Хамейни, который возглавляет самые, не смертников, а банду убийц. Это десятки тысяч солдат готовых, которые имеют опыт войны. Как их нейтрализовать? Это все довольно сложно. Можно представить себе, как самолет прилетает, либо как через в Бендер-Аббас, этот пароход приплывет, выходит, и как он будет ехать? Ну да. А оппозиция есть там какая-то внутренняя, организованная, которая может перенять власть, или режим все уничтожил? Все уничтожил, и это одна из проблем. Если бы были оппозиционные структуры действенные, даже если бы они хотя бы сейчас формировались, ситуация с протестом была бы совершенно другой. У нас на Майдане спонтанно образовалась Рада Майдана, Совет Майдана, то есть. И такие же практически в каждом населенном пункте были. Организовались сотни Майдана, то есть парамилитарная сила была организована в какие-то юниты, какие-то единицы, которые очень плохо, бездарно, как угодно, но выполняли какие-то задачи, и имелась элементарная координация, взаимодействие. Если бы это все было сейчас в Иране, там бы было по-другому. У нас, когда захватывали администрацию, туда заходила, в каком-нибудь Ивано-Франковске, да, туда заходила вот этот вот Совет Майдана. И он говорил: окей, на переходный период, так, что тут, хлеб, вода, все остальное, там, никакого насилия, там, мародеров расстреливать и так дальше. И таким образом страна сохранила управляемость. И Ну все и в Украине функционировало. было активное гражданское общество, чего нету, я так понимаю, в Иране на данный момент. Да? Свободное от Да, государства. В Иране все, что да, существует, и гражданское общество, оно полностью контролируется государством. Как при КПСС, скажем так, да, в Советском да, Союзе. Да. да. И вот этот вот Басидж, он очень похож на членов КПСС, да, которые, понятное дело, без элементов насилия, но при этом, если имеется в виду экономический стимулент, он, да, становиться членом партии нужно было для того, чтобы прежде всего получить доступ к ресурсам и карьерной лестнице. Вот примерно то же самое с Басиджем. Да, частично, да. Да.
Ну и самый последний вопрос, очень важный в контексте российской агрессии. Насколько важен режим в Иране для путинского режима с военной точки зрения и с экономической? Важен. Им нужна была политическая поддержка, им нужно было окно в контрабанду, да, что-то идет через Армению, Казахстан очень много, да, Киргизстан. Но те вещи, которые надо было особенно хорошо скрывать, та элементарная база, которая использовалась в ракетах, в военной технике, она через ту же Венесуэлу, через наркокартели, через подставные фирмы покупалась, через Латинскую Америку попадала в Иран, и тогда уже спокойненько себе кораблями либо самолетами плыла, летела в Россию на военные заводы. Это также было окно в черный мир параллельных финансов. И обе страны имели свои backdoor, да, вход в мировую финансовую систему, что для них критично важно при том, что есть ограничения на международные расчеты при отключенном свифте. Военные технологии. Ну, про шахеды мы все знаем. Но там же взаимодействие продолжается. Ну, сегодня-завтра, я думаю, большой шум наделает новость про продажу иранских ракет России. Я раз 15, наверное, в разных эфирах на украинских каналах спростовывал. Заявляли, да, или говорили? Нет, говорил о том, что нет, не было никаких продаж ракет иранских для России. Ну вот первый раз я теперь сомневаюсь, что этого не было, и допускаю, что это могло произойти. Вот. И это, ну, это нас сегодня этой ночью Украину обстреляли 30 баллистическими ракетами. Рекорд поставили. Я И слышал без версию о том, КНДР. что Да. я слышал версию о том, что Иран производит более совершенные баллистические ракеты, чем даже Россия. Россия не может. У России даже нет таких технологий, которые есть у Ирана в плане производства баллистических ракет. Правильно ли это утверждение? Я не берусь судить. Мгм. Это все-таки надо у технических И специалистов военных военных экспертов, да. спрашивать. Да, да. Да. Но, то есть, извините, я вас прервал, вы имеете в виду, что вы не уверены в том, что Иран не предавал, потому что вы видите увеличение атак баллистическими ракетами, да? И И чем хуже иранцы держались некого там своих красных линий Мгм. и не продавали России ракеты там, по своим соображениям. Но сейчас, когда режим, чем хуже для режима, тем более податлив он к российским требованиям и просьбам. Вот. И это очень важно для обоих сторон. Для Ирана нужны деньги. Те же шахеды они продавали по очень завышенной цене для России, наживаясь на ней. России нужны были эти технологии, которые они довели до совершенства и массово применяют по Украине. То есть тут симбиоз. Чем более закрытые, чем более подсанкционные страны, тем больше они друг с другом сближаются. И удар по Ирану будет довольно серьезным ударом по России. Ну хорошо, насколько поможет ли Россия в данном случае режиму и помогает ли она в данном конкретном случае с этими протестами? Имеется в виду Я уверен, что помогает. Мы узнаем впереди еще, чем помогли. Вот сейчас у нас активно обсуждается, что Старлинки смогли заглушить рэбом. Мгм. И есть подозрение, что это русский рэп. Потому что вторая версия китайский, но я думаю, что для России Старлинки представляют большую опасность. Они раньше начали думать о том, как это глушить, и потому именно россияне помогают сейчас держать Иран в информационном вакууме.
Потом есть неподтвержденные, но с большой вероятностью правдивые слухи о том, что Иран закупает у России сейчас оружие, необходимое для сухопутной войны. У них были слабые сухопутные силы, потому что им не с кем с соседями воевать. Да? А они закупают бронемашины. Это то, что нужно для городских боев, для боев с курдами. Это они закупают боевые вертолеты. Это тоже то, что необходимо в гражданской войне. Другую технику. И самолеты из Минска и Москвы, транспортники, приземляются очень часто. Гораздо чаще, чем месяц тому назад и вообще в прошлом году. То есть интенсивно что-то завозят в Иран. Ну, то есть это, очевидно, для борьбы с протестами, для подавления протестов, Так, да? да. Ну, и самый последний вопрос. Иран, он же не моно, скажем так, этничен. Там персы составляют большинство, но там есть курды, есть белуджи, есть, скажем так, религиозные меньшинства. Насколько возможен в данном конкретном случае, потому что появляются некоторые новости, распад Ирана в плане вот на вот эти вот этнические группы, этнические государства, скажем Ну, так. на сейчас нет. Там сепаратистами есть белуджи, которые ведут свою войну в Белуджистане. Но Белуджистан огромная пустыня, огромная провинция, очень мало заселенная. И там, ну, как бы, там борьба не только с центральным правительством, но и с географией. Есть курдский сепаратизм. Курды хотят хотя бы автономии, скорее автономии. И именно в курдских районах корпус встретил наибольшее сопротивление за последние 2 недели. Ну, там реальные бои были, и, очевидно, и сейчас идут, просто информация не доходит. Много разговоров про азербайджанцев, второй по численности этнической группы, но азербайджанцы, они же такие же творцы Ирана, они такая же государствообразующая нация. Сейчас президент Ирана Азербайджан. азербайджанец. Да, Хаминеи, часть его крови азербайджанская. В армии, в корпусе, на высших посадах генеральских, кругом азербайджанцы. Но соперничество есть, внутреннее такое напряжение определенное присутствует. В азербайджанских районах успехи Баку в последние годы воспринимаются с гордостью и содействуют возрастанию азербайджанского национализма. Ну, сказать, что это приведет к распаду страны, сейчас нет. Там среди азербайджанцев разные взгляды, абсолютно нет сформированной какой-то одной линии и одного лидера. Скорее, максимум, что может быть, это получение автономии азербайджанской в рамках Ирана. Но все зависит от того, как удержится или падет режим, в данном случае, я так понимаю. Да. Да. Пан Данилов, я благодарю вас за то, что нашли для нас время и пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, в этой части говорим о 1418 днях войны, уже даже больше. Уточню, полномасштабной войны, потому что российская агрессия против Украины длится уже с 2014 года, больше 10 лет, уже 12-й год пошел. Чего России удалось добиться и вообще добиться ли чего, кроме того, что она развязала эту преступную войну, говорим с нашим частным гостем Иваном Капсамоном, политическим комментатором из Киева. Иван, приветствую. Приветствую, Михаил. 1418 дней войны. Почему об этом часто говорят? Многие сравнивают это с так называемой Великой Отечественной войной, ну, той частью Второй мировой, где Советский Союз воевал с гитлеровской Германией. Хотя до этого они развязали вместе эту Вторую мировую войну. Насколько важна эта отметка, да, и о чем она нам говорит, Иван, да, если анализировать все, что произошло до сих пор? Ну, это некая такая символическая отметка,
с тем, чтобы просто сравнить количество дней, которые длилась вот та война. Но при этом, конечно же, это разные масштабы, разные условия и так далее. Но это говорит лишь об одном, что Россия, во-первых, скажем, повторила судьбу фашистской и нацистской Германии, то есть все методы ведения войны и тот геноцид, который они совершают против Украины. Здесь они точно на них похожи. И в то же время они не похожи, скажем, на себя, когда они за такое количество дней там дошли до Берлина. Ну а здесь они смогли захватить вот 20% территории Украины, включая огромные жертвы. Ну, конечно, они и тогда положили миллионы людей. Но сейчас, учитывая масштаб этой войны, он не маленький, но опять-таки, как минимум, ну, около там 1 300 000 они уже потеряли убитых, раненых. Ну, называют разные цифры, до 1,5 Безвозвратные миллиона. потери, да? Такие безвозвратные потери. Да, безвозвратные потери, убитые, те раненые, которые не смогут вернуться, потому что часто, кстати, они тех раненых, которые более или менее могут встать на ноги, они их все равно забирают назад и кидают в виде пушечного мяса. Потому что эти бесконечные штурмы, они требуют постоянного пополнения личного состава. Поэтому в этом плане они как бы вот и похожи, и не похожи, но проблема в целом остается, естественно. Трагедия сама по себе остается, потому что Москва не собирается останавливаться, они продолжают ежедневный террор, обстрел Украины, вы это сами видите. Да. У нас города и села некоторые остаются без тепла, света. То есть это Да. бесконечный террор, который продолжается. Бесконечные атаки на востоке Украины по захвату территорий. То есть они не отказываются от ведения большой войны, от расширения этой войны. Они, скажем так, все свои ресурсы на это кидают и привлекают каких только могут союзников для того, чтобы продолжать эту войну. И это говорит о том, что они, в принципе, и не заинтересованы в переговорах. Все, что мы видим, это по факту имитация. Ну хорошо, и переговорный трек куда-то исчез. То есть мы вот тут с началом Нового года, последняя встреча была в Мар-а-Лаго, она, по-моему, была в декабре, если я не ошибаюсь, да, до Рождества. Да. Там вышли на пресс-конференцию, очевидно, президент Зеленский уже научился говорить с президентом Трампом, учитывать его настроение, учитывать его предпочтения, да, то есть как бы, и это разительная разница между тем, что мы видели в феврале в Белом доме, да, между тем, что мы видели в, скажем так, в Мар-а-Лаго, да, когда президента Зеленского просто выгнали, да, потому что он отстаивал свою позицию, а тут вышли на пресс-конференцию, и даже ужин, насколько я понимаю, там был обед, там что там было и так далее. Да. И вот и исчез этот переговорный трек. Почему? Ну, он притих, потому что, ну, опять-таки, было недавнее заявление Зеленского, то, что переговорные группы встречаются, то есть продолжаются внутренние переговоры, имеется в виду и между американской и украинской стороной. Но, скажем так, накал исчез, потому что, ну, сейчас главным драйвером, мы же прекрасно знаем, что выступал Трамп, Да. и его администрация, они просто заняты немного сейчас другими направлениями, мы это видим, там Венесуэла, ряд заявлений по Гренландии. Хорошо, он переключился Иран. на Венесуэлу или потому что он понял, что здесь ему ничего не светит, или как бы Венесуэла была в его планах давно? Ну, они не могут быть зациклены только на Украине, и плюс, когда здесь очень трудно идет этот процесс. То есть они периодически, скажем, волнами пытаются надавить на Украину, решить за счет нас весь этот вопрос. Когда это не получается, а с другой стороны, они видят, что и Россия играет с ними в игры, и последние там вроде бы как были эти заявления и по поводу санкций определенные вещи. Но при этом, конечно же, у них есть ряд других вопросов по внешней политике, которые они параллельно тоже решают. И если где-то происходит, скажем, прорыв, то, естественно, это отвлекает внимание. Я думаю, что к нашему вопросу опять-таки вернуться, может, где-то к концу января, может даже чуть раньше. Но, опять-таки, будет зависеть все от... Вот сейчас активная фаза событий в Иране, где Америка тоже, скажем, активно
во всяком случае, по заявлениям собирается там принимать участие, возможно, будут какие-то силовые акции в отношении Ирана. К нашему вопросу однозначно вернуться, но сейчас есть и другие направления. Ну и плюс Латинская Америка-то никуда не исчезла. Куба, часто заговорили о Гренландии, все чаще и чаще об этом говорят. То есть, и Ну, вот, вообще, да. да, сейчас много об этом говорят, но я бы вернул вот всех, скажем, тех, кто интересует эти вопросы, к той стратегии национальной, которую в октябре месяце, по-моему, ну, в конце прошлого года американцы выставили, скажем, ну, можно будет ее там почитать и так далее. В этой стратегии все открыто, в принципе, сказано, какую внешнюю политику, на чем они фокусируются, что они собираются делать. То есть фокус на западном полушарии, соответственно, поэтому отсюда Венесуэла, отсюда пошли заявления по Кубе, Колумбии, Гренландии и так далее. То есть это будет такая очень важная фаза. Конечно, Индо-Тихоокеанский регион. И здесь главным соперником американцы видят китайцев, и это можно даже сказать, что это, ну, главное такое противостояние. А уже под данную стратегию где-то вот чуть-чуть дальше уже наверняка вписываемся и мы, потому что, например, американцы видят определенным союзником против Китая Россию. Поэтому для них важно, скажем, прекратить эту войну, замирить и фактически за счет Украины решить этот вопрос. Но учитывая, что, ну, Украина все-таки крепкий орешек и демонстрирует это уже годами, как против России, так и, скажем, в переговорах, им это не удается сделать, поэтому вот мы имеем такие периодические переговоры, которые то активизируются, то опять спадают. Ну и плюс, А может ли опять-таки, Россия фактически... стать союзником США в противостоянии с Китаем? Как вы оцениваете? Я об этом, кстати, неоднократно писал. Я думаю, что на словах они, американцы, могут многие вещи пообещать, но при этом они в результате все равно их кинут. Потому что у русских, ну, с одной стороны, они достаточно сильно, скажем так, сейчас взаимосвязаны с Китаем, который помогает России, чем дальше это будет больше происходить. С другой стороны, в союзниках американцев, но они, американцы, всегда так, опять-таки, снисходительно к ним относились и в своих важных мечтах всегда об этом мечтали и думали, как развалить Запад, НАТО и уничтожить Америку, ну, называя их там как угодно, и пиндосом, и кем угодно. То есть я думаю, что где-то в голове у них это сидит, о том, что, ну, это не такой природный союзник, а это все равно наш враг. Поэтому вряд ли россияне будут определенными, ну, будут союзниками для США, потому что они, с одной стороны, завязаны на Китай, а с другой стороны, они все-таки какую-никакую, но они имеют свою политику, и они ее собираются вести. Ну, еще последнее, может, то, что стоит добавить по поводу стратегии американцев, это по поводу ближайших своих союзников. Имеется в виду по НАТО, Европейский Союз. Там, кстати, тоже достаточно открыто говорится о том, что они хотят ослабить единство Европы, возможно, пересмотреть все эти форматы и сделать их более, скажем, зависимыми от себя. То есть не идет речь полностью отказываться от, скажем, Европы, а сделать их в некотором плане более зависимыми, и плюс, чтобы они платили сами за свою оборону, за свою безопасность. Зависимым в каком плане? Потому что сейчас и так очевидно, что США является донором безопасности для, скажем так, Европы. И НАТО создавалось именно для безопасности Европы. Как сказал Гарри Каспаров в своем, помните, вот это вот эмоциональное выступление на конференции в Галифаксе, да, НАТО создавалось для одной единственной войны. Для того, чтобы сдерживать российскую агрессию против Европы. Не для войны в Афганистане, не для войны в Ираке, да, именно для того, чтобы противостоять российской агрессии в Европе. И вот эта война сейчас началась, и НАТО как-то с этой задачей не справляется. И все зависит от США в данном конкретном случае. Когда вы говорите, что они хотят сделать ее более зависимым, что вы имеете в виду? В военном плане, в экономическом, в финансовом? В каком плане? Сделать Европу более зависимой от США? Я уточню, наверное, мысль. Сегодня Европа, она и так, да, она достаточно зависима от американцев. Но в плане безопасности мы говорим прежде всего, да? В плане безопасности. Но при этом
в плане безопасности они и далее будут зависимыми от американцев. Просто администрация Трампа хочет плюс, чтобы европейцы еще и за это платили сами, чтобы они больше за это платили. Возможно, даже развивали, ну, свои, опять-таки, вооруженные силы. Но чтобы развить эти вооруженные силы до определенного уровня, чтобы они могли там отвечать на современные вызовы против, ну, той же России, там, ну, глобальных таких игроков, собственно, к чему переходит современный мир. Опять-таки, для этого необходимо время, но я думаю, что, ну, мы можем в некоторой степени, да, сравнить там, как вот Трамп выбирает себе союзников в других частях мира, да, там, например, Саудовской Аравии там, и так далее. Также и здесь, я думаю, что они не против, чтобы Европа больше платила за свою безопасность, имела, возможно, свою армию, но опять-таки представляла и была зависимой от американцев. Ну хорошо, вот это вот разговоры про европейскую армию. Вот и Андрюс Кубилюс, комиссар по обороне Европейского Союза, заговорил о том, что вот 100 тысяч. Но что такое 100 тысяч в современном мире, учитывая, что в Украине сейчас воюет почти, сколько, 800 тысяч со стороны Украины, там 700 тысяч только на оккупированных территориях в России. Мы говорим о миллионах, да, о миллионных Ну цифрах. да, фактически, наверное, до 2 миллионов с двух сторон С при двух сторон, да. содействии. Да. Что такое 100 тысяч, как бы, это ж вообще ни о чем. Вообще удивляет разговоры европейцев об этой армии, уже годами об этом говорится, но при этом как бы в практической плоскости абсолютно ничего не делается. Возможно, это заявление связано с тем, что пора уже с чего-то хотя бы начать. Ну пусть сначала Потому что это Андрис будет... Кубилюс, напомню, это литовский политик, бывший премьер-министр. Да, Он-то прекрасно понимает угрозу, и, скорее всего, тут, как говорите вы, это просто, чтобы закинуть, чтобы начать разговор, да, не столько... да. Они прекрасно понимают, что такое Россия вообще, откуда исходят угрозы, и хотя бы с чего-то необходимо начать, то есть наладить определенный механизм, чтобы он заработал, как это может быть. А наверняка потом уже наращивать количество, их возможности и так далее, и так далее. А это вообще возможно? То есть, как бы, учитывая... Потому что Европейский Союз, очевидно, создавался для... Ну, не то чтобы для хорошей погоды, но главный фокус на экономическое развитие, да? То есть, как бы, мы больше не воюем, и не воюет Европа по той простой причине, что ну, она сама себя разрушила во время Второй мировой войны. Пришли американцы, сказали: нет, ребята, вы больше не воюете, да, ну, часть Европы Советский Союз, часть Европы Америка, да, то есть вы будете просто дальше просто заниматься экономикой, жить мирно и дружить. Но никогда речь не шла о безопасности. Исходили из того, что безопасность обеспечивает армия НАТО, ну, в значительной степени Соединенных Штатов Америки. Возможно ли вот эта перестройка, перестроиться, учитывая старые противоречия, учитывая нежелание тратить деньги на оборону, учитывая пацифизм, противоречия и так далее? Насколько это вообще реализуемая задача, Иван? Я думаю, что если говорить там об общей такой европейской, да, армии, учитывая уже сколько много членов в Европейском Союзе, это будет сложно сделать. Я все-таки склоняюсь к тому, что сейчас, поскольку пересматриваются вообще правила в мировой политике, и особенно скажем, с подачи американцев, хотя к этому все предыдущие годы стремилась Москва, то есть она стремилась поломать мировой порядок. И сегодня в некоторой степени, ну, администрация Трампа им это помогает делать, но уже, скажем, в своем видении, исходя из своей стратегии. Поэтому, учитывая, как может развиваться дальнейшее событие, я думаю, что в Европе, скорее всего, возможны такие отдельные региональные союзы в плане безопасности в том числе. То есть там это может быть скандинавские страны, опять-таки, возможно, с Британией. Не исключено, ну, возможно, и в нашем регионе, в восточноевропейском регионе, где страны понимают угрозы со стороны России. То есть это и воюющая Украина, естественно, это Польша, это страны Балтии, Молдова, возможно, Румыния и так далее. Естественно, должны будут думать о своей безопасности и локомотивы экономические. Это Германия, прежде всего, и Франция. И Франция, да. То есть, ну, скорее всего, будет где-то, наверное, двигаться в этом направлении. Но при этом, кстати, не надо забывать, что американцы вроде говорят о том, что собираются там выводить свои контингенты с Европы, но я думаю, речь идет об определенном сокращении, но не об выводе, а это достаточно большое количество американских войск в Европе все-таки находится.
Когда вы говорите о региональных союзах, вы говорите о какой-то их институционализации или это будет что-то более неформальное? И вообще, насколько это реалистично? Ну, потому что, понятное дело, восточный фланг, который в непосредственной близости с Россией и подвержен непосредственной опасности, это страны Балтии, Польша, Украина, да, которые сейчас воюют с Россией, и Молдова, и Румыния. Насколько это реалистично? Вот этот вот союз от двух морей, да, то есть от Балтийского до Черного моря. Ну да, идея, кстати, очень давняя. Я думаю, что здесь идет речь, возможно, именно о каких-то таких союзнических отношениях и вопросах именно по безопасности. Да. Возможно, здесь вот это направление могут развивать, учитывая всю эту восточную угрозу. У Украины есть огромный опыт. Я думаю, что она здесь может быть локомотивом, а к ней могут присоединяться определенные другие страны. И если говорить о реальной войне, просто всем следует понимать, что хотите вы или не хотите, при том, как сейчас движется ситуация, воевать придется, к сожалению. То есть, если не удастся там остановить Россию, то они не остановятся так точно. В отношении тех же балтийских стран, в отношении Молдовы тоже есть опасность. Как минимум, опять-таки, ракетно-дроновых атак. Пусть сегодня, может, это кажется в некоторой степени такое что-то нереальное, но мы знаем, что часто Россия действует как раз нерационально. И найти какой-то повод для того, чтобы ударить по Молдове, если Россия захотят... сеет хаос. Хаос — это единственное, что Да. экспортирует Россия, по большому счету. Да, то есть мы понимаем. Вот эта вот реакция, Иван, видели вы вчера заявление президента Санду, ее интервью, точнее, да, этому проекту, подкасту The Rest is Politics из Британии, да, и Республику Молдова очень так взбаламутило, предсказуемо, ожидаемо, да, особенно пророссийский такой сегмент Фейсбука политиков, комментаторов и активистов. Ее заявление о том, что если бы был референдум об объединении с Румынией или воссоединении с Румынией, да, тут как бы два термина используют, то Майя Санду проголосовала бы за. Майя Санду, в принципе, никогда не скрывала своих этих взглядов, да, но при этом она отделяет свои личные взгляды от должности президента. И в должности президента и как лидер партии ПАС она никогда, в принципе, как бы не ставила свою цель и не продвигала воссоединение Молдовы с Румынией. Но больше всего меня удивила реакция в самой Румынии. Да, то есть как бы румыны как-то очень всполошились по этому поводу. О чем это нам говорит, да, вот в контексте? Связано ли это каким-то образом с вопросами безопасности или, может быть, это просто информационный повод? Как вы это видите? Вы правильно подчеркнули, что своих взглядов Майя Санду не скрывала, но возникает вопрос, почему именно сегодня она сделала такое заявление. И здесь как раз я вижу ответ в том, что она исходит из вопросов безопасности. Она фактически так и сказала: вы же посмотрите, что творится вокруг нас, в мире, в регионе и так далее. То есть, да, сегодня Украина прикрывает Молдову, но в то же время мы видим определенные такие тектонические сдвиги со стороны Америки. Поэтому возникает беспокойство во всей Европе, и в частности, естественно, в Молдове, в отношении которой не секрет, какие планы у Москвы. Поэтому здесь возникает вопрос по поводу безопасности Молдовы. Но опять-таки, стремиться вступить в НАТО, наверняка это маловероятно, да? В Молдове имею в виду. Возможно, какой-то региональный союз, здесь больше вероятности, о чем мы до этого говорили. То есть это может быть Украина, опять-таки там Польша, та же Румыния и так далее. Есть третий вариант, это то, о чем долго всегда говорилось исторически, это УНИР, это объединение с Румынией. И я думаю, что, кстати, чем больше будет возникать вопрос войны, то есть чем больше будут молдаване чувствовать, что возможна война, и думать о своей безопасности, тем больше они могут склоняться как раз к объединению с Румынией. Но это будет больше касаться, скажем, тех, кто поддерживает вступление в тот же Европейский Союз. И, наверное, навряд ли мы можем говорить, что даже вступление в Европейский Союз может обеспечить безопасность. Это все-таки больше экономический блок. Поэтому вступление даже в Европейский Союз он не решит все эти вопросы. И здесь логическое заявление со стороны Майи Санду. Единственное, что, конечно, здесь
таким якорями могут выступать пятая колонна в самой Молдове, может выступать Приднестровье и может выступать Гагаузия. Вот такие три направления. Что касается реакции в самой Румынии, если они сполошились настолько активно, тут опять ответ только один. Они чего-то как бы боятся ответственности, просто боятся. Здесь можем вспомнить опять-таки те же шахеды российские, которые залетают на территорию Румынии. Ни разу ни один шахед они не сбили, они просто их сопровождают там и так далее. Они боятся какого-то обострения. И здесь они вписываются, знаете, в такой тренд спящей Европы. Европе пора уже все-таки просыпаться. С такой вялой политикой, нельзя противостоять тому монстру, который находится на Востоке и который не скрывает вообще своих планов. Румынии, конечно, Украина очень благодарна, потому что через Румынию огромное количество логистики, различной помощи и так далее. Но все-таки в плане своей безопасности, учитывая мировые тенденции, учитывая, что неизвестно, какая перспектива ждет НАТО, куда входит Румыния, то тут больше необходимо думать о своей безопасности. И если они считают своими братьями молдаван, то они не должны бояться этой ответственности, тем более, если с той стороны прута, как бы говорят об объединении, там, даже если на сегодняшний день, если это часть молдавского общества, опять-таки, я думаю, что при повышении угрозы со стороны России эта часть сторонников объединения с Румынией будет в Молдове расти. И в самой Румынии тоже необходимо принимать какие-то решения по этому поводу. Гагаузия, вы в сегодняшнем разговоре упомянули, что одна из угроз безопасности может исходить и отсюда, да, если я правильно услышал вас сейчас. Выборы на носу. Мы опять видим вот эту тягомотину вокруг этого. Я это расцениваю как бы следующим образом, что Камрад по указке Кремля по-прежнему, скажем так, идет по пути эскалации взаимоотношений с Кишиневым, показать, что Кишинев не контролирует ситуацию, Кишинев не контролирует Гагаузию, которая вроде как бы интегрирована, но она ведет себя таким образом и так далее. Как вы видите дальнейшее развитие ситуации вокруг Гагаузии, с Гагаузией, и что здесь нужно, с вашей точки зрения, делать? Спрашиваю вас как гагауза этнического, да, то есть как бы тут вам тоже это не безразлично. Особо тенденция, скажем, по Гагаузии, к сожалению, не меняется, потому что вся риторика, все действия, которые происходят, они фактически направлены не на созидание, на собственное развитие, а они фактически направлены на противостояние с Кишиневым. На обслуживание интересов Кремля, можем и так это назвать, если... По сути, да, потому что в этом заинтересована Москва, когда они поджучивают местных политиков. Да и вообще, если мы посмотрим, кто избран в Народное собрание или кто баллотировался в Башканы на предыдущих выборах, кто вышел во второй, кто занял третье место, это все фактически пророссийские политики. То есть они между собой боролись. Поэтому стоит просто человеку выйти и сказать, что вместе с Россией, то и его люди поддерживают. И, конечно, в данном случае это и есть обслуживание интересов России. И в этом фарватере где-то и будет двигаться ближайшая политика в самой Гагаузии. То есть там будет проходить определенный кастинг кандидатов в народные собрания, на кого укажет Москва. К сожалению, ситуация эта будет оставаться. Мне не до конца понятны действия Кишинева, то есть как они все-таки собираются или взять под контроль эту ситуацию, или налаживать диалог, то есть что вообще собираются делать. Плюс, я так понимаю, сейчас есть определенное противостояние вокруг Народного собрания и выборов, которые должны быть, то есть я имею в виду юридического характера, потому что местное избирательное законодательство не приведено в соответствии с национальным республиканским, и здесь это залаживает определенные... Возможно, Кишинев надеется, что он сможет контролировать ситуацию, исходя из практики парламентских выборов, когда они смогли при помощи законодательства, при помощи правоохранительных органов взять под контроль ситуацию. Но боюсь, что в Гагаузии это будет сложно сделать. Но, естественно, в этом направлении необходимо будет работать.
и искать, возможно, тех людей, которые могут помочь самой Гагаузии, привлекать правоохранительные органы и так далее. То есть... Хорошо, вот давайте вот здесь, вот, если можно. Вот вы, изучая Гагаузию, можете ли ответить на вопрос, может ли Гагаузия сама себя вытащить из этого? Вот, допустим, Кишинев ничего не делает, сидит просто, как обычно, со стороны наблюдает. Вот тут есть в Гагаузии Центральная избирательная комиссия, свой избирательный кодекс. Пусть они сами там проводят выборы. Гагаузия сама себя из этого состояния вывести в состоянии, имеется в виду, избавиться от московских политиков, московских кандидатов и вообще сформировать народное собрание, где, ну, как минимум процентов 30-40 будут не промосковские кандидаты? Или это невозможно, с вашей точки зрения? К сожалению, это невозможно. И самое печальное то, что произошла и происходит деградация даже в этом направлении, когда фактически пророссийские политики, чем дальше, тем хуже их качество, которое присутствует в Народном собрании и так далее. Я, по-моему, уже и высказывал эту мысль, что как бы ни прискорбно это звучало, и я не являюсь там сторонником данной идеи, но, к сожалению, гагаузы сами не способны вытащить себя из этой ситуации. И поэтому, когда там звучат идеи по поводу временного прямого управления из числа местных гагаузов для наведения порядка, над этой идеей стоит задуматься, потому что, опять-таки, те, скажем, многочисленные пророссийские политики, которые там сейчас в Народном собрании исполняют обязанности Башкана и так далее, вообще в чем суть видения их политики в отношении Гагаузии? Что они собираются делать, что развивать для Гагаузии, как? То есть здесь абсолютно ничего. Выйти как на последнем, скажем, заседании Народного собрания, когда там один из депутатов кричал, что опять тут Кишинев у нас отбирает полномочия. То есть, я так понял, идет речь о названии Центральной избирательной комиссии, который должен стать советом. То есть у нас забирают полномочия. Так а в чем у вас забирают полномочия? То есть, поменять название, соблюдать закон, действовать в интересах Гагаузии, не отрабатывать на какие-то группировки местные, которые завязаны на Москве. Мне кажется, это все очевидные вещи, и они просто прикрываются, знаете, вот автономией, какими-то своими правами, для того, чтобы просто обострять ситуацию с Кишиневым. И для меня, как даже гагауза этнического, вот со стороны печально на это все смотреть. Причем, я же говорю, я не сторонник там прямого управления. Но, к сожалению, вот вы просто не справляетесь. И самое худшее, что вы делаете, вы просто отбираете даже, скажем, будущее у, скажем, гагаузов, которые, возможно, завтра могли бы прийти в политику и сделать что-то хорошее для Гагаузии. А получается, вы сейчас настолько дискредитируете автономию, что среди молдавских политиков там возникает вопрос, а зачем им вообще нужна автономия, если они вообще не могут с ней справиться. Вот самое печальное, что они просто дискредитируют сами инструменты, сами автономию. Вот что они делают, фактически отбирая возможность у завтрашнего поколения гагаузов жить в автономии, развивать автономию. Вот что они делают. И только исходя из этого, чтобы спасти Гагаузию, возможно, необходимо какое-то временное управление с наведением порядка, все-таки с искоренением вот этого российского влияния, настолько глубокого, что люди готовы отказываться от собственной идентичности в угоду какой-то вот Москвы и обслуживания их интересов. Если гагаузы такой гордый народ, так это надо проявлять в защите собственных интересов, гагаузских интересов, в сожительстве с Кишиневым и так далее, жить по правилам, а не проявлять гордость и, скажем, упертость в отстаивании чужих интересов. Извините, это называется манкуртизм просто. Иван, нечего добавить. Спасибо большое за то, что нашли для нас время и пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть еще. Спасибо большое. Благодарю, Михаил. Таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Сцены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Друзья, мы по-прежнему пытаемся достичь цели в 45 тысяч подписчиков на нашем канале и на нашем YouTube-канале. Помогите нам достичь этой цифры и расширить нашу аудиторию. Увидимся на следующей неделе в это же время. До свидания.